Всем привет, дорогие! Приветствую вас на своем канале. Сегодня с вами Астарта Сантиатара, и мы будем делать расклад на первую неделю весны со 2 по 8 марта на игральных картах для дам цыганский расклад. Все новинки последние в описании к этому видео, прогнозы на март по знакам зодиака тоже. И обратите внимание на мой второй канал, кому интересно. Итак, перед вами, как обычно, 3 дамы, либо цифры 1, 2, 3. Выбирайте свое, прислушайтесь к своей интуиции, только лишь она нам здесь помощник, и выбирайте. Первый вариант. Смотрим вас. Партнером я вам назначила короля трефовых. И заходите вы в период с неким казенным домом и интересом дамы червовой. Также тут некая дама трефовая. Был у вас с ней какой-то большой, крупный разговор, где-то даже скандал, либо выяснение отношений с дамой трефовой. И также король казенный. Кто это? Коллега по работе, какой-нибудь адвокат, врач, клерк в банке, продавец, таксист и так далее и тому подобное. В общем-то, некий казенный король и дом трефовой дамы и также червовая дама. В общем, заходите вы в неделю в окружении дам. Что-то у вас были какие-то тесные связи с двумя дамами. И казенный дом, и казенный король, и все это связано друг с другом. Итак, первый вариант. Смотрим вас. На сердце у вас любезности червовой дамы, под сердцем некая злость. Но смотрите, если вы, например, практик-эзотерик, занимаетесь какими-либо такими вот эзотерическими вещами, рейки, энергетическими практиками, то это вполне может быть и это, но не злость. В голове у вас ваш партнер, король трефовый. В вашей ранней дороге у вас был с ним разговор. В ногах некий казенный король и червовая дама к вам со своим интересом. Что было? Получили вы в ранней дороге от червовой дамы какие-то новости, известия, либо бумаги важные для вас. И был у вас с червовой дамой некий большой крупный разговор. Также вы со своим интересом к своему будущему, к некой дальней дороге, и также надеетесь в дальней дороге получить какие-то деньги, либо важные для вас ценные бумаги, может быть даже бумаги, связанные с финансами. И ваш партнер, король трефовый, к вам со своим интересом, и скорее всего даже вы с дамой червовой обсуждали интересы вашего партнера, короля трефового. Что будет? Ваш король трефовый, ваш партнер, к вам со своими чаяниями и надеждами. Будет у вас с ним свидание в вашем доме, если совместно проживаете. Если совместно не проживаете, то здесь просто с ним будет встреча, свидание. И также будет у вас свидание с дамой червовой. Также дама червовая к вам со своими хлопотами и со своими чаяниями и надеждами. И также в будущем идут здесь переживания за хлопоты вашего партнера трефового короля. В общем-то, за него вы будете переживать, либо здесь просто можете плохо себя чувствовать, какие-то недомогания могут быть в будущем. И смотрите, основная линия недельки у нас. Вы, ваши чаяния и надежды, будете что-то думать, размышлять, обдумывать в ранней дороге. И также в ранней дороге идет ваш партнер, король трефовый. Но как-то вы его оставите пусто. Видимо, здесь идут какие-то будничные, ежедневные, каждодневные занятия, хлопоты с вашим королем трефовым, с вашим партнером. Дальше смотрим. И для вас ваш интерес, либо какие-то важные бумаги, либо крупная сумма денег. И у вас был разговор с вашим партнером, королем трефовым, скорее всего, касаемый денег. И также ваш король
трефовый, ваш партнер, скорее всего, просил вас об услуге, связанной с эзотерикой. Может быть, даже если вы, например, смотрите, гадаете на картах, то это могла быть просьба касаемо мантики. Если нет такого, но хотя я думаю, что, скорее всего, так оно и было, а судя по предыдущей раскладочке, да, то здесь может быть злость на вашего партнера короля трефового, на разговор с ним. Для дома некий казенный король и ваш партнер король трефовый, собственная персона и его чаяния и надежды. На сердце вы содержите разговор с дамой червовой. И также в ранней дороге вашего партнера короля трефового. Но почему-то дальше идут какие-то пустые хлопоты. Я думаю, что здесь просто ваши надежды и чаяния ваш партнер король трефовый, он не оправдал. Вы ждали, к примеру, одного, получили совсем другое, либо не получили вовсе. Что было? Ваш партнер король трефовый был к вам со своим интересом в ранней дороге, и вы к нему были со своими чаяниями и надеждами. Что будет? Будет у вас свидание с дамой червовой, и в этом свидании будете вы обсуждать будущую дальнюю дорогу, и этот разговор, обсуждение будет достаточно такой неприятный, но с одной стороны неприятный, с другой стороны для вас очень важный. И на пороге что будет? Вот-вот дама червовая к вам со своим интересом. Через ее интерес вы получите какие-то новости, какие-то бумаги и будете за это дело переживать. И успокаиваетесь вы в любом случае любезностями дамы червовой. Вот такой у нас вышел вариант для единичек. Я вам, дорогие мои, желаю всего самого наилучшего. Поздравляю вас, наконец, с наступлением весны, такой долгожданной, по крайней мере для меня. И желаю вам, чтобы ваша жизнь была прекрасной, чудесной, наполненной, гармоничной, радостной и счастливой. Самое главное, будьте здоровы. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите мой канал, кому интересно. Переходим к цифре 2. Двоечки, смотрим вас. Партнером назначила вам короля бубнового. Заходите вы в период с некими пустыми хлопотами, связанными с вашим интересом. И также у вас был разговор, такой достаточно эмоциональный, может быть где-то даже душевный, связанный с вашими какими-то интересами, любезностями, с вашими увлечениями. Также у вас здесь было какое-то свидание деловое, может быть связанное с финансами, может быть просто с работой. И тоже так достаточно, не то чтобы эмоционально, но скорее всего просто положительно все прошло. На хорошей позитивной ноте эти переговоры, это свидание у вас закончилось. Итак, дама трефовый, смотрим вас. На сердце у вас некая червовая дама, либо ее дом, и под сердцем у вас любезности червовой дамы. В голове у вас некий казенный дом, ваш собственный дом, либо вы собственной персоной думаете о себе. А скорее всего, просто вы в неком казенном доме получили некие новости, либо некие бумаги, важные для вас. В ногах у вас был разговор через хлопоты дамы червовой. Разговор либо за деньги, за финансы, вот какой-то такой крупный, очень важный для вас разговор, может быть даже связанный, вот как я и сказала, да, с казенным домом. Вот здесь какие-то новости, бумаги, и вот здесь могло быть то же самое, что вы просто обговаривали с кем-то, вели переговоры за какие-то ваши дела, связанные с дамой червовой. Что было в ранней дороге? У вас была дама червовая, но как-то ставите вы ее пусто. Поговорили, была она и была. Поговорили и забыли. Было во сне, вот он. Опять же, пустой разговор. Также дама червовая, и у вас были какие-то хлопоты, связанные с финансами, с работой, с какой-то социальной вашей жизнью. И также в ранней дороге была какая-то злость и раздражение, либо в ранней дороге вы узнали какие-то сплетни, либо новости такого некрасивого, неприятного характера. Что
будет дама червовая к вам со своим интересом, вы к ней со своими любезностями, и также вы здесь получите какой-то интерес, связанный с деньгами, с финансовым вопросом, либо какие-то важные для вас бумаги, тоже связанные с финансами. Также для вас ваши чаяния и надежды, ваши хлопоты в будущем, и в ранней дороге у вас будет, опять же, какая-то дорога, связанная с деньгами, с финансами. В общем, вся эта неделька у вас, дорогие мои дамы трефовые, посвящена будет работе и финансам. Ваш партнер, король бубновый, к сожалению, у нас тут не выпал. Такое ощущение, что вам будет просто не до него. И основная линия недельки. Смотрите, будете вы переживать за червовую масть. Кто это? У нас выпал зато некий червовый король. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть он. Ну, об этом, я думаю, вы точно и конкретно сами знаете. Если нет, то это может быть кто угодно. Друг, брат, сват, коллега по работе и так далее и тому подобное. Будет у вас с ним разговор при встрече с этим самым королем червовым. Также это может относиться и к даме червовой. Просто у вас с ней будет разговор в свидании с ней через ее чаяния и надежды. Итак, для вас вы собственная персона, и в ранней дороге у вас финансовые какие-то вопросы, финансовый интерес, либо получение какой-то крупной суммы денег, либо получите на руки какие-то финансовые важные для вас бумаги. Для дома будете вы хлопотать в ранней дороге. В доме также в ранней дороге у вас дама червовая, собственная персона, и будете вы опять с ней что-то обсуждать, какие-то вести переговоры, связанные с финансами. На сердце вы содержите даму бубновую. Разговор с ней, свидание с ней. В общем, дама бубновая на этой недельке у вас звезда. Что было? Был у вас какой-то большой крупный разговор с самой собой, но это разговор пустой. Вы зря себя изводили, что-то думали, анализировали, планировали, связанное с вашими увлечениями и с вашими некими любезностями. Что будет? Некий некий червовый король будет в вашем доме к вам со своими любезностями. Либо это со своими любезностями в вашем доме дама червовая со своими чаяниями и надеждами. И на пороге что будет? Вот-вот получите вы от дамы червовой какие-то новости, какие-то важные для вас бумаги, и будете хлопотать. Хлопоты, связанные опять же с финансами, с какой-то социальной вашей деятельностью, с бизнесом, с работой. И успокаиваетесь вы с собой, своей ранней дорогой. Вот такой у нас получился расклад для всех двоечек. Я, дорогие мои, желаю вам всего самого наилучшего. Поздравляю вас с наступлением весны. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была прекрасной, чудесной, гармоничной, такой яркой, радостной, полной любви и взаимопонимания. И самое главное, конечно, будьте здоровы. Это была Старта Сантия. Всех благодарю искренне, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал и моя работа вам чем-то помогают, поддерживают, может быть, что-то подсказывают. И как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Переходим к троечкам. Троечки, смотрим вас. Партнером назначила короля Трефову. Итак, заходите вы в период с некой новостью, которую вы получили через интерес короля Бубнового. И король Бубновый, кстати, к вам тоже со своим интересом. И тут могло быть еще и получением какой-то крупной суммы денег, либо каких-либо финансовых важных для вас документов. Также некий бубновый король, кто это, решать вам. Если третье лицо, то в отношениях кто это он. Думаю, вы знаете об этом наверняка. Если нет, то это может быть кто угодно, брат, сват, коллега по работе, врач, адвокат, юрист, клерк и так далее и тому подобное. В общем, этот некий бубновый король к вам со своими хлопотами, а вы к нему со своим интересом. И также тут были хлопоты, связанные с рабочими какими-то деловыми моментами. Были хлопоты, переговоры рабочие, но все это, видимо, было такой каждодневный, ежедневный ваш труд, пустой для вас, ничего не значащий. То есть вы выполняли просто свои какие-то ни было обязанности.
Итак, на сердце у вас разговор с бубновым королем, под сердцем некий казенный король. В голове злитесь вы очень сильно, будет у вас какой-то прям разговор, скандал через хлопоты короля бубнового. Разговор будет с королем бубновым. В ногах у вас вы со своими чаяниями и надеждами к вашему партнеру королю трифовому. В ранней дороге будет у вас с ним встреча. Что было? Была у вас встреча, свидание с королем бубновым. Вы хлопотали за короля бубнового в этом свидании. Также через любезности вашего партнера короля трифового получили какие-то новости, либо какие-то важные документы. Также здесь король бубновый к вам со своими чаяниями и надеждами, а вы к нему со своими любезностями. Что будет? Будет у вас свидание с вашим партнером королем трифовым, и он к вам со своими чаяниями и надеждами. В ранней дороге будете злиться на короля бубнового, прям злиться, раздражаться, либо узнаете от него какие-то сплетни, либо какие-то слухи такие некрасивого, неприятного характера. И также получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и будете за этот интерес переживать. От кого получите интерес, тут у нас не видно, карты не показали. И основная линия недельки: вы со своим интересом к вашему партнеру королю трифовому, к его дому, если совместно проживаете, к вашему совместному дому, и король трифовый к вам со своими хлопотами. Все это будет в ранней дороге. Итак, для вас в ранней дороге король бубновый к вам со своими хлопотами, но эти хлопоты вас будут злить и раздражать. Будете вы на короля бубнового злиться. Вот что бы он ни делал, что бы он вам ни говорил, все как-то не то и все не так. А для дома будете вы хлопотать, вы со своими хлопотами к вашему партнеру королю трифовому в ранней дороге. На сердце вы содержите разговор с бубновым королем, встречу с ним, свидание и какие-то новости, какие-то бумаги, которые вы получили от короля бубнового. Что было? Некий казенный король и свидание с королем бубновым через ваши чаяния и надежды. Что будет? Король бубновый и ваш партнер король трифовый к вам со своими любезностями, и вот через его любезности у вас будет какой-то большой, крупный разговор, где-то ссора и скандал. На пороге что будет? Вот-вот, в ранней дороге будете вы, ваши любезности и ваш интерес. То есть вы будете заняты только собой и своими какими-то желаниями, планами, надеждами. В общем, заниматься будете исключительно своими делами. Успокаивайтесь вы злостью. Уточнила, на кого злость? На какой-то нечаянный интерес, который вы получите. Мы видели в прошлой раскладочке, да, что вы его получаете, и будет у вас за этот интерес переживание. Хотела уточнить, от кого все-таки получите интерес, либо чего будет касаться этот ваш нечаянный интерес. И выпала девяточка пентаклей. Опять же, это просто переживание. Нам карты не хотят, не показывают на этой недельке, не уточняют, что все же, что у вас будет происходить. Именно вот связано с этим нечаянным, большим, крупным интересом. Это у нас был вариант номер 3, дорогие мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Поздравляю вас всех с наступлением, наконец-таки, весны, такой долгожданной, по крайней мере, мною. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была прекрасной, чудесной, гармоничной, яркой, такой цветущей. Конечно, самое главное, будьте здоровы, берегите, балуйте, радуйте себя. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что моя работа и мой канал вам помогают, поддерживают, может быть, вас направляют, что-то вам подсказывают. И пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи в других моих видео.